Создание экологического кабинета стало необходимо в работе с учащимися школ и учителей для подготовки и проведения экологических мероприятий в Гудаутском районе. Мероприятие по экологическому просвещению проводится отделом науки и экологического просвещения, которое было создано при Рицинском реликтовом национальном парке в 2011 году. За время работы отдел участвовал в экспедициях в течение 13 полевых сезонов. Имеются 23 вида флористических находок для Абхазии. Для РРНП нашли 201 вид сосудистых растений, 8 новых видов лишайников. Конечно же, направление экологическое просвещение у нас возникло тоже не случайно, потому что все исследования, которые мы проводим, мы хотим довести до детей и дальше, чтобы работу в нацпарке продолжили наши последователи, наши дети нашего района и в том числе нашей республики. Поэтому при отделе был набран штат методиста-эколога-просветителя, который начал активную работу с отделом народного образования при большой поддержке с школами Гудаутского района Анжела Херсоновна Цушба. На протяжении этих 9 лет очень много было проведено мероприятий, праздников, конкурсов. Цель эко-клуба – воспитанию подрастающего поколения гуманного отношения к природе, чувство ответственности за все живое на земле, стремление к конкретной деятельности по ее охране, формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, привлечение детей, подростков и молодежи к исследованию родного края. Эко-клубы будут посещать как ученики, так и преподаватели. Ну, мы прекрасно все знаем, что экологическая проблема в настоящее время становится настолько серьезной, что формирование нового экологического сознания становится одной из важных задач современного общества. И в условиях вот сегодняшнего экологического кризиса, не только у нас, во всему миру, решение этих проблем нужно рассматривать в первую очередь не с технологической стратегией, ну для нас, учителей, а с гуманной стратегией. То есть что это? Это способствовать изменению самого человека, его мировоззрения, его поведения, его стиля жизни. Основное средство реализации вот этой гуманной стратегии – это, конечно же, экологическое образование и воспитание. Наверное, в первую очередь это лежит на нас, на учителях. Значительную роль в формировании экологического сознания, именно в личности, принадлежит системе неформального экологического образования. Почему я так говорю? Потому что школы очень перегружены программами, и не во всех школах преподается экология, не во всех школах есть кружки. Но я слышу, в районах есть экологические проекты, программы, и поэтому мне кажется, что назрела достаточно так серьезная задача в создании такого системного подхода к этому. В экологическом клубе Гудаутского района будут проходить как занятия для школьников, так и экскурсии, массовые экологические конференции, выставки, викторины и многое другое. Создание экологического кабинета стало возможным при поддержке отдела образования Гудаутского района и Рицинского реликтового национального парка. Альга Трапшада Марджения, Абхазское телевидение.